Лед уже у нас на дорогах. Всем привет. Большая пауза была. Девушки сидят какие-то вроде бы. Или бабушки. Сложно сказать. Не. Такая зона. Ну, конечно, лед еще не замерз до такой степени, чтобы по нему ходить. Но кто-то уже пытался, я смотрю. Какие-то следы есть, уже переходили. Это риск. Так. Люди качаются на качелях. Так, вот. Короче, вечер. Это у нас сегодня какое число? 19-е. Говорил уже, нет? Октября. Фу. Ходим, гуляем. Вечерком. Самое то. Посмотрим с вами. Тут небольшой скверик есть. Сейчас по нему прогуляемся. И вот такие вот качели. Смотрите, какие качели классные. Большие. Проверяю камеру, вот как она вот в сумеречное время снимает. Видали, да? Ух, качели, всем качелям качели. Смотрите, какая мощь. Далее трубы сварены и не скрипят, что главное. Тут 3 таких качелины. Так, давайте-ка вон туда пойдем. Лучше по центральной, по этой линии. Там еще посмотрим что-то. Такие подсветочки, лампочки. Здесь стульчики. Вон там еще качели. Вот так вот облагорожено здесь, в центре, рядом с озером. Вот такая зона в Якутске есть. Там уже прохладно, градусов сегодня утром 10 было где-то. Градусов 10 точно. Ну, сейчас я не знаю, может чуть меньше. Обычно с утра-то погода холоднее бывает с самого утра. А вот он, карась наш. Памятник карасю. Вот какой красавец. Кагайский, наверное, карась, да? Вкусный. Жирный, с икрой.
Вот он какой карась. У кого еще памятник карасю есть в городе? Я не знаю. Так. Сюда идем дальше. Ну, сегодня у нас какой день недели? Вторник. Вторник, да. Поэтому, в принципе, людей-то немного здесь. Немного. И вот смотрите, какие интересные штуковины здесь сделали. Это что такое? Такая круглая, типа яйцо, да? Она пустотелая внутри. И вот такая есть тоже штуковина. Тоже пустотелая. С какого материала сделано, я не знаю. Вот их здесь несколько штук таких. Наверное, на них сидеть или что, блин, на них делать, я не знаю. Наверное. Смотрите, какой мамонт у нас шикарный. Здесь нарисован. Так, выходим. Еще немножко прогуляемся. Мне просто надо в аптеку забежать. Лекарства заказали. Вот я бегу в аптеку, в которой я заказал лекарства. Так что по пути поснимаю, проверим качество, как что. Посмотрите, у них тут какая штуковина. Обалдеть. Машины ездят. Полно, конечно. Сейчас уже 6 час вечера. Поэтому конец дня, так сказать, рабочего. Так, тут дорога есть. Сюда пойдем. Поменяем или? Тут дорога есть. Вот по этой дороге пойдем. Можно так, всякое. Давайте мы по этой дороге пойдем. Такие дома новые. Новые. А вот старый дом. Короленко 6. Когда-то здесь был техникум связи, вот в этом здании, если кто помнит. Сейчас здесь общежитие тоже. Он уже, конечно, не техникум связи называется. Он колледж что-то информатики, там, энергетики, что-то там такого плана. Имени Дудкина. Это общежитие, а само здание там дальше, на Петра Алексеева. Скакнула прямо на меня машина. Я уж испугался. Ё-моё. Смотрите, какие у нас спорткары есть. В городе спортивная же, да? Такая низкая. С этим задним каким-то крылом. Антикрыло, да? Правильно. С антикрылом. Так, тут такой вот здесь большой. О, тут нам надо подождать. Это... Меня могут переехать. Так, здесь магазин Ярче продукты. Еда. Всякая там. Но цены они такие вот в этих магазинах. Как бы не супер-пупер низкие. Поэтому... О, блин. А мне как? Переходить здесь. Там, вот он там дальше. Я хотел вот здесь, вот, где вектор пойти, ну ладно. Здесь уже не перейдешь. Уже интенсивная движуха автомобильная. Не надо кидаться лишний раз под машины. Тем более, если переходить не в положенном месте дорогу, будешь виновником ДТП. Аварии или еще что там. Сейчас туда штраф возьмут. В лучшем случае. Поэтому желательно переходить, конечно, по отведенным для этого местам, вот переходам пешеходным. Да, уже смотрите-ка, я вот иду, у меня
Рука мерзнет, хорошо мерзнет. Остановочка. Такая вот остановочка небольшая. Промежуточный знак остановки. Это улица, как я вам скажу, как называется, Курашова. Кому интересно. Ну, вот он переход. А мы по нему пойдем. Он, кстати, без светофора, без регулировки, поэтому надо внимательно по сторонам смотреть. Задавит, нет? Задавит, нет? Не задаю. Хорошо, ура. А то так бывает, едут и сотик по сотику болтают, да? Ля-л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 я. А потом фигачи, все, приехали. Видите, у нас герои, блин. Говорят, им по сотовому нельзя во время езды болтать. Ну, болтают. А там какую-нибудь новость скажут, какой-нибудь. И человек-то, водитель, он может вообще отключиться, пока переварит. Да? Поэтому... Ну что, жизнь такая вот штука. Сколько? Это же целая битва идет на дорогах. На дорогах целая битва. Сколько людей каждый день погибает. Ужас. А за год война маленькая такая. Ну, люди все равно, как говорится, не все на чужих ошибках учатся. Многие хотят эти ошибки повторить, прочувствовать их, испытать на себе. Ну что, так вот, видите ли, в чем дело? Видите, в чем дело? В том, что эти люди, они еще водители эти, да, которые так вот безответственно ездят, разговаривают по телефонам, они могут кого-то сбить. Просто. О! А если мы посюда пройдем? Это шикарное место, кстати. Можно по нему пройтись. Вам секретную тропу показываю. Опс. Далее, да? Далее, вот. Тут костел у нас католический. Я снимал. Так что это самое. Если кому интересно, смотрите, там видео были. Там орган у нас расположен, поэтому... Интересно было послушать орган. Но орган, конечно, такой, как бы, скромный совсем орган. И он не спереди, вот, от слушателей, а где-то сзади находится, сзади. И, короче, когда вот эти трубы все сзади находятся. И, вот такая вот ерундистика. Ну, хоть какой, такой вот есть. А это у нас Якутский сельхозтехникум. Вот сейчас название техникум сохранилось. Все уже в колледже, там лицеи, то все переименовались. А этот техникум сельскохозяйственный, как был он там, сколько там, десятков лет назад, все при Советском Союзе, естественно. Ну, республика же большая, сами понимаете, много у нас сельскохозяйственных тружеников, которые выращивают различные, как бы, и животных выращивают, и, естественно, какие-то культуры, там, картошку, капусту, еще что-то. Все подряд выращивают у нас. Поэтому вот сельхозтехнику есть такой. Специально готовят агрономов, видать, еще кого-то, там, специалистов по сельскому хозяйству. Я не вдавался в эти подробности, как бы, поскольку от сельского хозяйства далек, мне вот эта тема там посадок, что-то там, картошку посадить, там, помидор, там, это целая проблема. Поэтому, ну что,
сделаешь. Приходится вот за бешеные деньги брать и сходить в магазин, покупать там картошку, капусту. Сейчас у нас она, не знаю, в прошлом году рублей по 40 было, сейчас по 70. Нормально, да? Капуста, не знаю, я там 100 рублей, что ли. Лук тоже что-то в этих пределах. Ну, по 70 есть. Лук тоже дорогой. Все вот так резко подорожало. Буквально за год. Да, вот проблема.